Махмадбек Махмадбеков. Да, Махмадбек? Видишь, что хотел Год, там, 2-3 месяца я не видел золотой медали именно. Для нас, как для спортсменов, только золото хочется всегда. Ну, чемпион — это чемпион. И то есть я на тот момент потерял желание бороться. Я не хотел тренировать. У меня не было такого стимула, как раньше, потому что я вот оглядываясь назад, я понимаю, что я реально очень плохо тренировался. То есть я вообще почти не тренировался. Хороший такой добрый жест со стороны шейхов был для тебя после золотой медали Гран-слам в Париже. Мама Махмадбека будет свой Феррари, квартира в Пальме, знаешь. Все, сейчас Махмадбек будет жировать, кушать, кайфовать и не будет тренироваться, вот, знаешь. У Махмадбека нет выносливости, но у него есть техника. Как ты к таким словам вообще относишься? Я очень хочу, чтобы Махмадбек вернулся на Гран-слам Душанбе. Ватани Хиттай будет баруматкина. Тоджик будет, да, Тоджикистан баруматкина. Кай Тоджикистан бармегали? Просто никогда не было посмотрел, как. Точно не могу сказать. Он Ванджи Боломерем, брат. Я всех приветствую, ассаламу алейкум. В этот священный месяц Рамадан чайхана Внуково – это один из самых прекрасных мест, куда вы можете прийти со своими близкими, друзьями на ифтар. Кафе, расположенное в пешей доступности от аэропорта Внуково. Чайхана предлагает своим гостям широкий выбор блюд восточной кухни. Здесь первое блюдо дарится подарком. Ну а мы заказали уже второе блюдо, друзья мои. Бисмиллах рахман рахим. Можно общий? Общий можно? Кто это? Махмадбек Махмадбеков. Да, молодец. Молодцы. Махмадбек? Видишь, что хотел Малыш, это кто такой? Как его зовут? А? О, не знает он, видишь, брат, тут те знали. Махмадбек, ассаламу алейкум. Валикум салам. Недавно прошел в Париже Гран-слам Париж. Вот, расскажи, пожалуйста, после победы какие эмоции? Вот, как ты себя чувствуешь после победы? Все ли получилось именно так, как ты запланировал? Или, так скажем, наоборот, легче было, тяжелее было? Как это было, Гран-слам Парижа? Ну, вообще, если так взять, то больших шлемов много проходит в году, но парижский Гран-слам, он такой, знаешь, более чуть-чуть особенный, потому что туда приезжает очень много людей, там арена 25 тысяч зрителей полностью забивается до отказа, и то есть там сесть негде, и атмосфера, ну, нереально крутая. То есть каждый дзюдоист тем так или иначе хочет выиграть этот турнир и побороться там. Вот, в принципе, получилось все, я подготовился к турниру хорошо, форму набираю хорошо уже. То, что вот у меня было, там, грубо говоря, 2-3 года назад, моя форма, моя выносливость, мои приемы, все уже потихоньку возвращается. И думаю, что нужно работать в том же темпе, потому что раз все получается, значит, мы идем в правильном направлении. Вот, поэтому, в принципе, все отлично. Эмоции, конечно, хорошие. Турнир выиграл. 1,5 года где-то, ну, чуть больше года, не 1,5 года, год, там, 2-3 месяца я не видел золотой медали именно. То есть у меня было 5 медалей, бронза, серебро, бронза, серебро. Альхамдулилля, конечно, но для нас, как для спортсменов, только золото хочется всегда. Ну, чемпион — это чемпион, его это другое совсем. Вот, поэтому такой стимул мне дало, чтобы работать дальше и выигрывать больше. Сейчас, секундочку. Париже турнир у вас один, кажется, третьим стал, да? Таджикистан. Третий стал, да. Да. Молодцы. Сейчас, брат, мы запишем, хорошо? Хорошо, секундочку. Махмадбек, что случилось, в чем причина того, что твои кондиции, которые ты сейчас говоришь, ты их потерял, и вот сейчас ты их возвращаешь обратно? Ну, на тот момент, когда я их начал терять и потерял, мы находились в тяжелой ситуации. Я тогда выступал за Россию, и мы не выступали на турнирах много, то есть мы пропускали официальные турниры, в принципе, мало выступали раз в полгода. Вот. И то есть я на тот момент потерял желание бороться. Я не хотел тренироваться. У меня не было такого стимула, как раньше, потому что я полюбил спорт из-за того, что я много катался, видел мир, и я боролся везде. А тут, получается, я тренируюсь, никуда не готовлюсь. И
То есть я, грубо говоря, если так взять, я вот оглядываясь назад, я понимаю, что я реально очень плохо тренировался. То есть я вообще почти не тренировался. Где-то 2 года я прожил в таком режиме, то есть не сразу у меня пошел спад, всегда, в любом случае год я еще протерпел на старом топливе, на старых результатах. Да, и потом, когда я уже поменял страну, пришлось заново все набирать. То есть я 1,5 года, грубо говоря, просто возвращал свою форму. То есть сколько я боролся, я постоянно всем говорил, типа, это не то, никто меня не понимал. А я понимаю свой организм, я чувствую свое тело. И вот последние 2 турнира, это Абу-Даби и Париж, и я понимаю, что вот это моя борьба уже возвращается. То есть я уже не устаю, я могу много атаковать партер, стойка везде доминировать. То есть вот это моя борьба. И я долго не мог к этому вернуться. То есть даже когда ты начинаешь уже полностью плотно тренироваться, держать режим, все делать, все равно нужно время, много времени. У меня вот ушло 1,5 года. То есть не все так просто. Какой, так скажем, хороший, такой добрый жест со стороны шейхов было для тебя после золотой медали Гран-слам в Париже? Пока что оставим это в секрете. Да. Но это в любом случае, это как обычный большой шлем. Были пару приятных моментов, я думаю, в ближайшее время в соцсетях увидят, ну, нормально. В принципе, не жалуюсь, все хорошо. Не, в любом случае, с их стороны, то есть, что мне очень сильно нравится, то, что они очень сильно поддерживают. Вот все, что я не попрошу, любой сбор, вот все, что мне надо, вот просто тренируйся, все для меня сделают. Вот даже сюда я приехал просто посмотреть турнир, мне все сделали, все взяли. Просто приехать посмотреть. Слушай, а ты, получается, постоянно живешь в Абу-Даби, да? Нет, я редко туда езжу. Если честно, раз там, в 3-4 месяца я приезжаю, потому что у нас в основном сборы везде в Европе, в Японии часто. То есть мы всегда на сборах. Вот я сейчас с Японии прилетел. То есть у вас такой базы в Дубае нет, получается? База есть, но нам неудобно там тренироваться. Почему? Потому что нету такой конкуренции. Нас всего лишь 12 человек в команде, и в каждом весе там по 2-3 человека, и это очень мало. Нам надо постоянно... С инфраструктурой все хорошо, ну это Дубай, там все есть. Я думал, что сейчас вот Махамадбека подписали в УАЭ, уйдет в УАЭ, сейчас Махамадбека будет свой Феррари, квартира в Пальме, знаешь, все, сейчас Махамадбек будет жировать, кушать, кайфовать и не будет тренироваться, вот знаешь, вот. Я вот так вот думал, что вот так тебя будет, знаешь, все время поощрять, и ты потеряешь свою мотивацию. Как там вообще, в Пальме живешь или нет? Не, но в любом случае... Такие вещи, которые ты сказал, мы все равно, для дзюдо, это не уровень дзюдо, это все равно это уровень боев. То есть такие большие премиальные, большие такие, мы такое не получаем в любом случае. Конечно, лучше, чем, я думаю, что лучше всего сейчас в Эмиратах по условиям, но это все равно не то, что получают бойцы. Да, и, когда я... Нет, как сказать, если мы приезжаем, нам все оплачивают. Да, гостиницы, мы в основном в гостиницах живем везде. То есть нам все полностью оплачивают, мы ни в чем не нуждаемся. Но, чтобы свою квартиру купили, машину, такого нету. Результаты будут, я думаю, Олимпиаду, если забрать, то это уже будет, но в любом случае. Да, но в любом случае так. И, как ты сказал, если формально, так сказать, коротко зажрусь и не буду тренироваться, то тут это наоборот работает. Для меня это наоборот как мотивация. То есть я понимаю, что я могу тренироваться и зарабатывать, это как моя работа. То есть для меня это наоборот такой стимул, нежели как чтобы я расслабился. Понятно. Слушай, знаешь, какие мне посещали мысли? Вот сейчас, после Ташкента, Махамадбека увиделся, Махамадбек раз договорились, и поедем к нему туда, в Дубай, там будем хороший фильм снимать, как Феррари едет, знаешь, по Дубаю. Так не получится, да, брат? У меня нету времени просто. Я на сборах все время. Вот сейчас я приехал на неделю отдохнуть между турнирами, и отсюда поеду дальше на сборы в Европу уже. Куда поедешь? Сейчас мы в Косово поедем, потом в Грузию поедем, потом с Грузии поедем в Японию, с Японии на чемпионат Азии. И вот так всю жизнь, всю дорогу. Отлично. И последний вопрос от меня. Что ждать в ближайшее время от Махамадбека Махамбекова? Какие большие шлема, какие чемпионаты, где тебя ждать? Сейчас мы не боремся так часто. Я вот приехал, многие спрашивают, почему ты не борешься. Потому что олимпийские очки еще не начались, олимпийский рейтинг. Он начнется только, получается, с Монголии. То есть, в принципе, бессмысленно бороться где-то до Монголии, потому что, это просто ничего не дает. Максимум ради денег, если. Но сейчас распыляться на много турниров тяжело, потому что потом 2 года надо поддерживать результаты, чтобы набрать олимпийские очки и поехать на Олимпиаду. Поэтому сейчас мы
В 3 месяца один турнир делаем. Вот сейчас был Париж, потом будет Азия, и следующий уже в Монголию, я думаю, поеду, посмотрим. Когда будет Азия? В апреле, в середине апреля в Китае. В середине апреля ты поедешь. Все время говорил то, что вот это не моя форма, потому что я понимал, да, то есть, ну не то, что потерял, она у меня еще была не та. То есть на мире, когда я боролся, у меня шла борьба, в принципе, приемы шли, но я подсознательно я понимал, что это не то. То есть я не мог работать, как я работаю. Я не мог доминировать и в партере, и в стойке. То есть у меня в основном была стойка там, и я не мог, ну, у меня быстро энергия заканчивалась. То есть я вроде тренируюсь, все делаю, все правильно, но не идет, пока не получалось. И вот со временем мы вот с тренерами, со всеми все ошибки предотвратили, все решили и уже нашли выходы. То есть как правильно тренироваться, как подходить к турнирам, чтобы вот этих ошибок не было. Изначально свои кондиции вернуть вам обратно, да? Да, но в любом случае это сейчас тот мир, который был, и вот эти турниры, все, что происходили, пока что это все будет просто как ступеньки к более большим результатам и целям, потому что там мы учимся, чтобы понять свои пробелы, свои проблемы и дальше работать над ними. Ух ты. Вот что на самом деле для меня было удивительно. Вот этот парень, как его звали, вот этот темнокожего? Габа. Он из Франции был, да, по-моему? Да. Ну, знаешь, вот где-то я слышал негласно, что говорят, что у Магомадбека нет выносливости, но у него есть техника. Как ты к таким словам вообще относишься? Ну, вот, когда я залетел во взрослую борьбу, 21-22 год, такого никто не говорил, что у меня нет выносливости. У меня там, когда выходишь в Golden Score, есть статистика Golden Score'ов и процент побед и поражений. У меня было 100% побед в Golden Score, я никогда не проигрывал в Golden Score. То есть у меня выносливость была хорошая, но я опять же говорю то, что не было тренировок, много чего там я упустил, и из-за этого все потерял. И чтобы это все вернуть, это очень долго, это очень тяжело на самом деле. Потому что большой спорт не прощает такого. Даже многие не возвращаются даже после такого. То есть это реально очень много времени у меня заняло и психологически, и физически, и морально все. То есть это было очень тяжело. И, наверное, точно последний вопрос. Магомадбек, как сейчас взаимоотношения, так скажем, именно вот спортивное, с Обидом Джебом, так как твой двоюродный брат, с Омоном Махмадбековым, твой двоюродный брат. Вот как с ним сейчас какие-то сборы вместе проходите? Ну, мы частенько видимся на турнирах, на сборах. Я стараюсь приезжать почаще в Таджикистан, с ними тоже увидеться. Тренируемся вместе редко, конечно, но видимся часто. То есть вот на турнирах между собой всегда пересекаем. Вот я приехал просто посмотреть вот на ребят, с ними увидеться, посидеть здесь. Вот, то есть вот так моментами. Ну, как раньше, вот мы росли вместе, тренировались всю жизнь, то есть такого сейчас нет. Спасибо большое. Вот мы пока записали интервью, там вот ребята собрались вот здесь вот. Наверное, всех это фото. Магомадбек, спасибо большое. Ждем тебя в Душанбе, в Москве. Спасибо. Я пока не знаю, думаю. Друзья, к сожалению, Магомадбеков не будет выступать на Ташкент Гранд-сламе, вот, но я очень хочу, чтобы Магомадбек вернулся на Гранд-слам Душанбе. Ватани Хиттай будет баруматкина, Тоджик будет дар Тоджикистон баруматкина. Магомадбекjon, айнои мухлисои миллати Тоджик боя бордига обращение мекунем ки як як балоку дар Тоджикистон баромад дар Гранд-слам. Ватани Хиттай. Кай Тоджикистон бармегарди? Просто я помедленно посмотрел, точно не могу сказать. Он ванджи боло мерем, брат. Да, Тоджикистон завтра мигрем. Ближайшее возвращение Магомадбека, получается, это чемпионат Азии. Да. В Китае в апреле. Видимся в апреле.